Независимая студия документальных видеофильмов «Асти» представляет Сергей Сорокин, Татьяна Рожина, Александр Ильин, Николай Аникин с авторской программой «Как заработать миллион». Сегодня каждый знает, как можно заработать миллион. Берешь товар подешевле и продаешь подороже. Коммерция называется. Но, предположим, вам неинтересно заниматься такой коммерцией. Надоело. Вот тут-то все и начинается. Значит, следующая информация для вас. Вы изобрели вечный двигатель. Нет, даже Томасу Эдисону, автору свыше 1000 изобретений, не удалось этого сделать. Но зато он изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию, усовершенствовал телеграф, телефон и многое другое. Ну хорошо, хорошо. Предположим, у меня есть идея. И на этом, пожалуй, можно сделать миллион. Значит, вам не мешкая необходимо позвонить по телефону в Стывкаре 32604 и предложить вашу идею на конкурс. Если, конечно, вам не жалко поделиться ею со всеми телезрителями. Жалко. Вот тут-то все и начинается. Значит, следующая информация для вас. Вы, не теряя ни одной минуты, идете в патентно-технический отдел Национальной библиотеки Республики Коми. И там вас встречает заведующий отделом Циля Израильевна Зильберг. Если у вас появилась техническая идея в любой области, техники, медицины, торговли, культуры, пожалуйста, приходите к нам для того, чтобы проверить ее новизну. Она должна быть новой на мировом уровне. А это можно проверить только по патентному фонду, который имеется в нашем отделе. Сейчас он насчитывает около 2 миллионов описаний изобретений советских и зарубежных. Убедившись, что ваша идея новая, необходимо вам оформить заявку на изобретение и послать ее в Москву, в патентное ведомство. Там ее рассмотрят, и если она будет новой, вы получите патент. Патент – это документ, который у нас сейчас заменил авторское свидетельство. Его сначала выдавали авторское, а сейчас патент. Дело в том, что патент мы пока показать не можем, бланков нет. Но вместо патента, до патента, сейчас выдается вот такое удостоверение, которое говорит о том, что автор получает патент. А затем уже сам, когда бланк появится, авторы получат этот патент. Спешите оформлять заявки, поскольку пошлина еще пока очень маленькая, всего 160 рублей. А для того, чтобы со всеми правилами оформления заявки познакомиться, пожалуйста, приходите к нам в отдел. У нас есть консультационный пункт, и мы поможем вам оформить все необходимые документы. Итак, вы счастливый обладатель патента. В течение 20 лет вы можете его продать, переуступить права на него, заключить выгодный для вас контракт с фирмой или, в конце концов, просто осуществить свой проект. Да, но мне нужны партнеры. Вот тут-то все и начинается. Значит, следующая информация для вас. Вы должны немедленно набрать номер телефона в Стывкаре 32604 и предложить вашу идею на телевизионный конкурс «Как заработать миллион». И о вашей идее узнает вся республика. Удачи вам, господа! Али! Асти! В стартовой программе «Как заработать миллион», вышедшей в эфир 1 сентября, был обещан приз в 10 тысяч рублей за самую интересную идею на тему о том, как заработать миллион. Сейчас вы увидите обладателя приза. Но прежде, коротко о сентябрьских конкурсантах и их идеях. Доцент Сыктывкарского университета Николай Морозов, владеющий несколькими иностранными языками, из телевизионной программы Super Channel узнал о том, что в странах Западной Европы асфальтовое покрытие дорог заменяют гранитной брусчаткой.
Зная о запасах прекрасного гранита на территории нашей республики и учитывая безудержное падение рубля по отношению к доллару, Морозов предлагал заработать миллионы, заключив контракты с муниципалитетами Лондона, Парижа, Брюсселя на поставку гранитной брусчатки, добываемой и обрабатываемой небольшой мастерской где-нибудь на Печоре. Только начинающий овладевать языками на факультете иностранных языков Коми-педагогического института Антон Семенов предлагал мечтающим о миллионах заработать первоначальный капитал мойкой машин на автозаправочных станциях, а затем вложить накопленные таким образом деньги в организацию современного сервиса для автолюбителей по западным образцам. Директор Сыктывкарского коммерческого предприятия «Техприбор» Николай Милюков напомнил о старой, но очень актуальной в связи с ожидаемой массовой безработицей идее, которую с успехом использовали в свое время так называемые цеховики. Суть ее в организации надомного труда по принципу конвейера, когда процесс производства изделия массового спроса разбивается на множество операций. На выходе получается качественный товар, низкая себестоимость которого гарантируется экономией средств на аренду помещений, энергии и прочих накладных расходов. Итак, 3 идеи и 5 оценок членов жюри конкурса, представителей спонсоров программы «Как заработать миллион». Михаил Глузман, президент акционерного общества «Илыч». Наиболее быстрая к реализации, и которая даст отдачу идея, это идея с заправкой. Из тех 3 идей, которые были высказаны. А вообще можно сказать так, что у нас страна, бывший Советский Союз, это вообще не паханая целина для предпринимателей. Тут за что не возьмись, можно деньги делать. Потому что все, что касается человека, все в страшном упадке. Николай Поплинский, начальник отдела внешнеэкономической деятельности акционерного коммерческого банка «Комибанк». Я даю предпочтение 3-му участнику конкурса «Как заработать миллион». Это Николаю Милюкову. Учитывая то, что высвобождается очень большое количество работников, из предприятий, и они бездельничают. Вот яркий пример того, что, надо их всех задействовать. Пожалуйста, будет миллион, легко можно будет заработать. Игорь Туркин, генеральный директор информационно-коммерческого бюро «Коми-АБ». Мне все-таки больше понравилась первая идея, потому что на этой идее действительно можно заработать деньги, и в принципе за эту идею стоит бороться. Поэтому я думаю, что эта идея хороша. Владимир Липатников, президент Союза предпринимателей Республики Коми. С точки зрения сегодняшнего дня я бы все-таки отдал предпочтение идее, даже не идее, а предложению, точнее было бы так сказать, Семенову, поскольку в сегодняшних условиях самый быстрый способ заработать деньги все-таки это торговля. Владимир Плосков, заместитель председателя кооператива «Бытовик». Мне понравились все конкурсанты, но Антон Семенов, я считаю, что он быстрее других дойдет к цели заработать миллион. Антон, ты не догадываешься, почему мы к тебе сегодня домой пришли? Вообще догадываюсь. Ну и как? Ну, я же в конкурсе участвовал, и, вероятно, не просто так пришли. Ну да. Я хочу тебе сообщить, что ты стал победителем нашего конкурса телевизионного на лучшую идею «Как заработать миллион». И вот тебе твой приз. Спасибо. $10 000 рублей рублями. Что ж, это впечатляет. Что ты будешь делать с ними? Не знаю, наверное, я их все-таки вложу в свое дело. И надо дать должное спонсорам, они решили деньги вложить в свое будущее. Антон Семенов, студент Коми Государственного педагогического института, первый победитель конкурса программы на лучшую идею «Как заработать миллион». Ну что ж, как говорится, лиха беда начала. Очередные претенденты на нашу выдешевеющую не по дням, а по часам приз в 10 000 рублей поделятся своими идеями в сегодняшней программе. Вообще же, по подсчетам неофициальной статистики, существует не менее миллиона способов заработать миллион. Господа, попробуйте сами, и вы увидите, как это просто. Но прежде избавьтесь от иллюзий, что государство поможет вам в вашем благородном деле. Теперь осталось только выбрать один из миллиона способов, трезво взвесить свои возможности. Можно заработать миллион. Миллион. В течение 2 сентябрьских недель в Сыктывкаре бизнесмены нашей республики учились тому, как быстро и честно можно делать миллионы в условиях рыночной экономики. Международные бизнес-курсы, организованные Транснациональным институтом и акционерным обществом «Интерес», проводятся в Коми уже в 3-й раз. Квалифицированные специалисты в области экономики и бизнесмены из США читали лекции и проводили семинарские занятия по менеджменту, финансам и кредиту, основам бизнеса.
Банкир Пол Келлер, специалист в области инженерного производства Персивилл Гейтс, владелец мебельной фабрики Томас Мозер и другие преподавали на курсах, не получая за это ничего, кроме морального удовлетворения. Интересно, что у себя на родине все они считаются состоятельными людьми, и среди них есть даже миллионеры в американском исчислении этого понятия. На вопросы, где проще делать миллионы, у них, цивилизованных США, или у нас, беспредельной России, Персивилл Гейтс ответил в том духе, что миллионы, конечно же, проще делать в России, но его пугает, что очень часто люди здесь легко и быстро делают миллионы, распоряжаясь государственной собственностью как своей собственной. Такие миллионы нельзя назвать честными, считают бизнесмены США. Что значит мелочь в нашей повседневной жизни? Вы скажете так, пустячок. Отнюдь. Вот, скажем, исчезла мелочь во всех кассах. Будь то магазины, столовые и так далее. Ну, для одних это действительно мелочи жизни. Да я не беру ее никогда. Почему? А зачем? Что для меня мелочь сейчас? Это не деньги. Этого товарища можно уверенно назвать господином. А как другие? Вам часто в кассе не сдают мелочи? Часто, почти каждый день. И самая большая сумма, которую вам не сдают? 50, 70, 80, 20, это вот так, каждый день почти. Вас это возмущает? Ну, вообще-то, да. А какое Ведь предложение? не все, не для всех мелочи, не деньги. В кассах, конечно, часто. Вас это возмущает? Ну, в принципе, конечно. Так ведь везде оставляешь. Бывает и много. Ну, там, ладно, если там 4 копейки или 5, а если бывает там 80, не сдают. В магазинах часто не дают сдачу. Отсутствие мелочи – это не мелочь. Хотя сегодня на рубль в отдельных магазинах даже спичечного коробка не купишь. Что уж говорить о копейке, которая, как известно, рубль бережет. Но и товарищам не хочется быть постоянно обманутым, в смысле обсчитанным. Какой же выход? Исключить копейки. В таком случае пусть вообще отменяет мелочь. Наш второй по счету конкурс идей «Как заработать миллион» совпал по времени с беспрецедентным падением национальной валюты. Миллион из реального воплощения богатства вот-вот станет просто символом множественности, а по числу миллионеров Россия скоро догонит Америку. Только стоящим идеям не грозит пересчет рублей в доллары. Идеи не подвластны инфляции. Независимая студия документальных видеофильмов «Асти» продолжает конкурс идей «Как заработать миллион». Яков Юдович, член-корреспондент Российской академии естественных наук, доктор геолого-минералогических наук, замредактора журнала «Народное хозяйство Республики Коми». Суть моего предложения в следующем. Вот у меня в руках вышедший первый номер нового журнала «Народное хозяйство Республики Коми», научно-технический журнал. Может быть, наши зрители знают, что презентация этого журнала проходила в мае в 3 городах республики и прошла с очень большим успехом. Но для того, чтобы здесь появились последующие цифры, кроме номера 1, нужно, чтобы у нас был постоянный спонсор. Ну, может показаться, что мы просто хотели бы иметь благотворительную помощь и больше ничего. На самом деле, если спонсор будет достаточно умен, он поймет, что это предложение сулит значительные выгоды. Потому что, как только мы будем выпускать очередную книжку журнала, мы будем готовить краткий англоязычный дайджест в виде кратких рефератов исчерпывающих и продавать за валюту заинтересованным фирмам. А интерес к этому журналу проявили уже целый ряд фирм, которые действуют у нас в республике. И таким образом наши спонсоры могли бы иметь валютные поступления, в которых, насколько я сейчас знаю, нуждаются все бизнесмены. Если бы даже мы продавали вот один такой англоязычный дайджест каждой вот такой книжки, скажем, за $500, это было бы недорого по западным меркам. А $500 умножьте на 200, тоже солидные деньги. Николай Костин, руководитель проектной группы объединения Коми нефтепродукт. Я предлагаю систему безнасосного пополнения топливом баков автомобилей. Каждый знает и видел, и даже играл в волейбол, футбол, может быть, и камеру футбольного волейбольного мяча. Для того, чтобы создать энергию
что принцип этого волейбольного мяча в том, что при надавливании воздух выходит с силой. Вот эта сама сила была предложена для того, чтобы пополнить топливом на бак автомобиля. В данном случае, в моем предложении, получается, что вот эта энергия выходящего воздуха из специального приспособления выдавливает из подземных емкостей топливо через счетчики, топливораздаточных колонок для заправки автомашины. По моим подсчетам, на одну колонку примерно приходится где-то экономия электроэнергии в нынешних ценах где-то 15-20 тысяч в год на одну колонку. Вячеслав Шульгин, независимый фоторепортер. Игра заключается в следующем. Наливается вот эта 3-литровая банка водой, туда ставится стаканчик. Любого размера. Ну, желательно побольше, чтобы люди верили, что это действительно настоящий стаканчик. Вот. Дальше кладешь 5 рублей на стул под банку и предлагаешь каждому бросить сюда монету. Любую. Но он должен тоже поставить 5 рублей. Если эта монета попадает в вот этот стаканчик, он забирает и свою, и мою. Если монета не попадает, его ставка остается моей. Можно ставить 5, можно ставить 10, можно 25, ну, любую сумму, которую жаль. Ну, лучше всего, конечно, поменьше, чтобы каждый мог играть, потому что 25 не каждый поставит. Да смотри, прям валом валит. Давай я поставлю. Да, поставил. Еще раз, да? Да, еще раз. Еще раз объясни. Вот смотри, стоит банка с водой. Там стоит стакан. Там стоит стакан, так? Я вот кладу свою 5. Пятерку. И я поставлю. И он ставит 5. Он бросает сейчас монету. Да. Он попадет, обои берет, да? Обои забирает. И ты же должен тоже кидать. Нет, я не должен кидать, я игрок. Я какой? Значит, я кидаю его так. Бросай как хочешь. Все, вот попал, давай. Забирай 5. Забирай. Так, я ставлю еще. Кто еще хочет? Я поставлю еще 5 тебя. Вот она. Пожалуйста. Вот 5. Давай сюда. Подожди. Это мое. Отойдем здесь. И так полный баллон 15. Нет, не попал. 5 твоя. Да, я забираю 5. Я сейчас кидаю. 5 поставлю, да. Не попал. Как его? Я твою 5 забираю. Да? За 5 минут, вот столько там монет в банке валяется, мы заработали 30 рублей. Значит, за час мы можем заработать 360 рублей, если ставка по 5 рублей. Значит, за 3 часа 1000. Но если в день работать 9 часов, значит, сами считайте, сколько можно. Если ставка 25. А если ставку сделать 25, как там уже предлагали, 25 и даже 50 давайте ставку, то сами посчитайте, сколько можно заработать. Ну, за летний сезон миллион заработать можно. С одной банки. Да, за летний сезон можно заработать, пожалуй, миллион вполне, даже если не больше. С одной банки. Да, и причем это игра с одной банки, это причем игра не азартная. Хочешь играй, хочешь не играй. Тут оба рискуют. Как попасть? Вот, когда надо бы, конечно, запатентовать этот способ, а то я боюсь, тут сейчас таких игроков будет полно, уже не заработаешь больше ничего. Николай Шарапов, ученик 11 класса Сыктывкарской средней школы номер 21. Ну, известно, что очень множество изобретений залеживается на полках и совершенно нигде не используется. И я бы мог организовать фирму, которая выступала бы посредником между изобретателем и каким-нибудь предприятием или фирмой. Мы можем закупить данный патент или свести чисто фирму и данного изобретателя и получить какой-то определенный процент, достаточно, он может быть достаточно большой, от суммы сделки. Кроме того, если мы будем выходить на какую-то зарубежную арену, то мы также можем получить огромнейшие доходы за счет этого. Ну и минимальный срок, мне кажется, за который я мог бы сам лично заработать миллион, ну это месяц при очень хорошей организации дела. Ну а при средней за год-полтора. Томас Мозер, бизнесмен из США, владелец мебельной фабрики в штате Мэн. Dacia Intendant Limited.
Этот план называется «Дача Интендант Limited». So, you know, it is obvious that all Russian people love their dachas. And, Вполне очевидно, что все русские люди любят дачи. and as I look about, I see many new dachas being built. There are new dacha projects. Когда я осматриваюсь вокруг, приезжая в Сыктывкар в очередной раз, я вижу, что вокруг появляется много новых и новых дач. And the property, the land is getting bigger and bigger. So basically, they're almost like cottages now. And I think eventually people will live in these places. И дачные участки становятся все больше и больше. С каждым моим приездом они увеличиваются, и каждый хочет построить там дом, и дома эти тоже уже больше в размерах. So most people who have small apartments, they don't have tools, they don't have equipment and machinery to build their dachas, to dig their wells, to improve their properties. И практически каждый, кто имеет дачу, он живет, естественно, он живет в квартире. Квартиры эти иногда небольшие. И вот они, имея большие участки, на которых не строят свои коттеджи дачные, они имеют все инструменты для того, чтобы построить дом, для того, чтобы выкопать колодец. Люди работают и увеличивают свое благосостояние, свою собственность. And most important, when their dachas are finished, they won't need to have these tools again because their job is done. И очень часто, когда строительные работы закончились, эти инструменты им больше не нужны, потому что они все построили. So we are going to bring 2 truckloads of tools over from America, saws and hammers and plows and special equipment for improving the dacha. And we're going to go from dacha community to dacha community, and we're going to rent these tools out on an hourly or a daily basis. Oh, we'll make millions of millions. Поэтому мы решили, что мы привезем большой грузовик, нагруженный различными строительными инструментами, такими как пилы, молотки, лопаты. И мы будем переезжать от одного дачного общества к другому дачному обществу. И мы будем сдавать в аренду эти инструменты. Ими будут пользоваться, а мы будем получать деньги, мы заработаем миллион. For example, I have just this morning figured out a new way to make $1 million. And that is to run our television program on how to make $1 million. That's the best way to make $1 million. Я всегда очень рад встретиться с новыми идеями. И вот одна из новых идей, которая только сегодня утром для меня оказалась действительно новой и подходящей, как сделать миллион у нас. И я знаю теперь ответ. Это нужно вести программу, которая так и называется, как заработать миллион. I want to know, have you made your first million yet? И поэтому я бы очень хотела знать, вы уже свой первый миллион заработали? Увы, к сожалению, нет, у нас так не получается. He hasn't done that yet. Yeah, he's working on it. Yeah, he's working on it. В России есть такая поговорка: сапожник без сапог. Here in Russia we have a saying that a person who makes shoes is always barefoot. Как вы, надеемся, уже догадываетесь, победители сегодняшнего конкурса идей назовут члены жюри, представители фирм-спонсоров в следующей программе «Как заработать миллион», которая выйдет в эфир ровно через месяц, 1 ноября. А мы, оставаясь приверженцами народного метода самотека, ждем от вас, уважаемые дамы и господа, новых оригинальных предложений. Если где увидишь лучшие нивы в ближайших селениях у Усть-Сысоля и спросишь, кому они принадлежат, отвечают – Сухановым. Если где пасутся стада, стада надлежат Сухановым. Да и бывший на Печоре зырянский промысел в добывании точильного камня ныне надлежит Сухановым. Из дневных записок путешествия академика Ивана Лепехина. Итак, усысольские купцы Сухановы уж наверняка знали, как заработать миллион. Ну, надо полагать, если они были по тем временам миллионерами. Ну, судите сами, первый раз Сухановы встречаются нам в 1608 году, когда в Усть-Сысольске появляется Федор Бес, у которого было 2 сына, Калина и Давыд по прозвищу Сухан. От этого Сухана и пошло, собственно говоря, род Сухановых. Рассказывает этнограф Михаил Рогачев. Но уже во второй половине 17 века Сухановы – это уже известная фамилия, они занимают здесь государственные должности, они ведут активнейшую торговлю, они уже в конце 17 века на Ирбитской ярмарке торгуют, а в начале 18 века скупают меха и пушнину сразу на 1,5 с лишним тысячи рублей. По тем временам это деньги колоссальные, это несколько миллионов наших сегодня. В 1739 году их ограбили. Пришла какая-то бандитская шайка с Вычегды, осадила
двор Сухановых и после осады сожгла его и разграбила. А Елисей Суханов подал матушке императрице Анне Иоанновне докладную записку, мы сегодня назвали, с просьбой возместить убытки, подробно описав, что он имел. Вот мы не знаем точно, где стояла Сухановская усадьба того времени, местных князьков. Ну, я предполагаю, что вот где-то вот здесь, вот, наверное, в этом районе, в старой части Усть-Сысольска. Но судите сами, это была, во-первых, настоящая крепость, окруженная частоколом, с большим запасом оружия, более 40 оружий различных систем. У них было 3 пушки, 2 чугунные, 1 железная. Луки, стрелы, там, сабли. Короче говоря, это была крепость, торговая фактория крепость, которая открыла огонь по вот этим самым бандитам, скажем так. Да. И когда они подпалили усадьбу, сгорело там все богатство Сухановых, огромные запасы мехов, хлеба и, главное, их деловой архив, откуда ясно, что они владели землями здесь, снабжали крестьян хлебом, у них были винокуренные заводы, то есть они откупили у государства право производить и торговать спиртными напитками, что было страшно выгодно, как, собственно, и сегодня торговать водкой. Сухановы приложили руку и к основанию города. Вероятно, им это было выгодно. Вот на этом месте стоял дом Сухановых в конце XVIII века, где, собственно говоря, и проходило празднество основания города. Здесь был банкет, сюда были приглашены гости, здесь был салют. Так что, можно сказать, с Сухановского дома начался город Усть-Сысольск. Сухановы много помогали и городу. Ну, в частности, на их деньги во многом построен Троицкий собор, старейшее каменное здание в городе. Достаточно сказать, что в то время, в начале XVIII века, только в Усть-Выме и в Усть-Сысольске были каменные церкви. Сухановы вложили деньги и в строительство церкви в местечке Кируль, единственной сохранившейся до наших дней каменной постройки церковной дореволюционного Усть-Сысольска. О том, какую роль они играли в городской истории, говорит хотя бы тот факт, что их именем была названа улица. Мы сейчас на ней стоим, на бывшей Сухановской улице. Это единственная, если так можно выразиться, светская улица. Другие носили названия по церковным праздникам. В середине XIX века род Сухановых пришел в упадок. Видать, иссякла предпринимательская жилка. Вот. Они продали свои каменные дома. И сегодня мало что осталось от Сухановского рода в городе у нас. И улицу переименовали, она теперь имени Бабушкина. И дом Сухановский один разрушен. И Троицкий собор разобран в 30-е годы. Остался старейший дом Суханова, там, где сейчас краеведческий музей. Осталась Кирульская церковь. А в музее на стендах вы можете увидеть вещи, связанные с родом Сухановых. Ядра, сабли, документы. Все, что осталось от некоего могущественного зырянского купеческого рода. И напоминаем, вы смотрели авторскую программу Сергея Сорокина, Татьяны Рожиной, Александра Ильина, Николая Аникина «Как заработать миллион», над которой также работали Альберт Елков, Аркадий Андреев, Ольга Поздина, Владимир Рожин, Нина Елькина, Игорь Пильчин, Светлана Глушкова, Валерий Черницын.